Тогда слово для выступления предоставляется представителю омбудсмена Аралбаеву Урмат Саваналиевичу. Пожалуйста. Уважаемые участники настоящего судебного производства, судебного заседания, хотел бы отметить, основанием к обращению, как уже было сказано, уважаемые председательствующие, в принципе, перечитывать есть ли необходимость? На ваше усмотрение. На наше усмотрение? Да. Хорошо. Основанием к обращению в Конституционную палату с данным представлением послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли абзацу 2 части 2 и части 3 статьи 16 Конституции пункты с 1-4 части 4 статьи 19 Закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Предметом обращения является закон об адвокатуре и адвокатской деятельности от 14 июля 2014 года, номер 135, принят Джооркнешем Кыргызской Республики 19 июня 2014 года, опубликован в газете «Эркинто» от 22 июля 2014 года, номер 57. Вступил в силу со дня официального опубликования. Данная определенность возникла в результате следующих обстоятельств. В ходе проведения анализа данного закона нами были выявлены отдельные нормы, противоречащие требованиям Конституции Кыргызской Республики. В частности, в соответствии с частью 1 статьи 19 закона, лицензию на право занятия адвокатской деятельностью вправе получить гражданин, имеющий высшее юридическое образование и стаж работы по юридической специальности не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен. При этом часть 4 статьи 19 этого же закона предусматривает, что лицензия без сдачи квалификационного экзамена выдается лицам, имеющим 5-летний стаж работы. Как уже отмечалось, в следственных органах, в следственных подразделениях правоохранительных органов в качестве судьи, в отделах аппарата президента, Джооркнеша правительства, на должностях, требующих наличия высшего юридического образования, а также в качестве депутата Джооркнеша, имеющего высшее юридическое образование. Однако в данном случае, на наш взгляд, не представляется возможным, в том числе исходя из норм вышеуказанного закона, а также иных нормативных правовых актов, выделить какое-либо объективное обоснование тому, на каком основании и, главное, с чем связана необходимость освобождения лиц, указанных в части 4 статьи 19, от сдачи квалификационного экзамена, необходимого для последующего получения лицензии на право занятия адвокатской деятельностью. Согласно законодательству, наличие адвокатской лицензии в подавляющем большинстве случаев необходимо лишь при реализации деятельности по представлению интересов участников процесса в рамках уголовного судопроизводства, поскольку в иных видах судопроизводства лицензию для представления интересов участников процесса наличие адвокатской лицензии не требуется, а достаточно лишь наличия надлежащей оформленной доверенности. В связи с чем, анализируя положение пунктов 1-2 части 4 статьи 19 закона, можно прийти к мнению, что законодатель предусмотрел возможность освобождения лиц, имеющих 5-летний стаж работы на должности судьи и сотрудников следственных подразделений правоохранительных органов от сдачи квалификационного экзамена в связи с тем, что в ходе реализации своей практической деятельности, то есть участвуя в реализации уголовного судопроизводства в течение 5 лет, они могут в достаточном объеме овладеть соответствующими знаниями и навыками в сфере защиты прав человека в уголовном процессе. Однако в данном контексте необходимо иметь в виду, что далеко не все судьи являются участниками именно уголовного судопроизводства. Кроме того, даже если представить, что лица, имеющие 5-летний стаж работы на должности судьи, следователя в достаточном объеме овладели соответствующими знаниями и навыками в сфере защиты прав человека в уголовном процессе, возникает вполне логичный вопрос, почему бы им не подтвердить свои знания и навыки путем сдачи квалификационного экзамена в общеустановленном порядке. Также не совсем понятно, на каком основании от сдачи этого же экзамена освобождаются лица, занимающие должности, указанные в пунктах 3-4
части 4 статьи 19 закона. Ведь данные категории лиц в силу своих должностных обязанностей не могут иметь надлежащего опыта работы по защите прав граждан в уголовном судопроизводстве. По нашему мнению, оспариваемая норма нарушает предусмотренное конституционное положение о равенстве всех перед законом и судом, часть 3 статьи 16 Конституции, и дает возможность дискриминации по должностному положению, что противоречит части 2 статьи 16 Конституции. Конституционное положение о равенстве всех перед законом и судом, часть 3 статьи 16, является одним из фундаментальных начал правового государства. Конституционный принцип равенства всех перед законом должен пониматься прежде всего как требование антидискриминационного характера, предполагающее недопустимость установления в законе какого-либо различия, исключения или предпочтения, основанного на признаках пола, расы и так далее, и имущественного и иного положения, а также иных обстоятельств, ведущих к нарушению равенства правовых возможностей человека и гражданина в различных сферах его общественной и личной жизни, в том числе в праве на получение адвокатской лицензии путем сдачи квалификационного экзамена. Соблюдение принципа равенства, гарантирующего защиту от всех форм дискриминации, означает, помимо прочего, запрет вводить такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют объективного и разумного оправдания. Субъекты права при равных условиях должны находиться в равном положении. Если же условия не являются равными, законодатель вправе устанавливать для них различный правовой статус. Конституционный принцип, предполагающий равный подход к формально равным субъектам, не обуславливает необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям. А равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимости их учета законодательно. Соответственно, законодатель вправе устанавливать определенные изъятия и облегчения из общего порядка для определенных субъектов в зависимости от выполняемых функций защищаемого интереса и других обстоятельств, которые должны быть правомерными и соразмерными общезначимым конституционным целям. Правомерное представление определенных преференций и облегчений, устанавливаемых в специальных нормах, в целях повышенной правовой защиты строго определенного круга лиц для обеспечения эффективности их деятельности по выполнению государственно и общественно значимых функций должно соответствовать роли этих лиц в жизни общества и не должно превращаться в личные привилегии. Необходимо отметить, что при регулировании общественных отношений, включая право на освобождение от сдачи квалификационных экзаменов, законодатель связан конституционным принципом соразмерности и вытекающими из него требованиями адекватности и пропорциональности используемых ограничений. Конституционные нормы, допускающие привилегии, закрепленные в Конституции, прав не означают возможность посягательства на само существо того или иного права законодателя, приводящего к утрате его реального содержания. Законодатель должен предоставлять неравномерные привилегии в правах отдельным категориям граждан только в конституционно признаваемых целях. Принцип равенства граждан не может рассматриваться изолированно от иных принципов закона и применяться прежде всего в диалектической связи с принципами справедливости и гуманизма. Сочетание принципов равенства и справедливости предполагает, что законодательное предоставление привилегий для некоторых категорий граждан перед остальными, предусмотренный в законе в обозначенном законе, в соответствии с данным принципом, должен быть эффективен и социально обоснован. Исключение из общего правила следует рассматривать как часть регулирующего воздействия конституционного принципа равноправия, не направленного на достижение общественного значимого результата, так как равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимости их учета законодателем. Следует отметить, что содержание норм, указанных в пунктах 1-4
части 4 статьи 19 закона, не имея под собой достаточных социальных обоснований, направленных на достижение общественно значимого результата, создает исключительные возможности для перечисленных в них субъектов, что в свою очередь ставит иных лиц, отмеченных в пунктах 2-8 части 3 статьи 19 закона, в необоснованное неравное правовое положение по отношению к первым. Тем самым нарушается конституционный принцип равноправия и принцип обоснованности нормотворческой деятельности, указанный в статье 3 Закона о нормативных правовых актах Кыргызской Республики. Соответственно, подобное ничем объективно не аргументированное создание привилегий для одних групп лиц является дискриминацией по отношению к другим группам лиц, что в свою очередь противоречит требованиям второго абзаца части 2 и части 3 статьи 16 Конституции, в соответствии с которыми все равны перед законом и судом, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы и так далее, имущественного и иного положения, а также других обстоятельств. То есть нарушаются принципы равноправия и недопущения дискриминации. Исходя из чего нарушаются нормы, прописанные в части 1 статьи 16 Конституции, согласно которым права и свободы человека являются высшей ценностью. Они действуют непосредственно, определяют смысл и содержание деятельности всех госорганов и органов местного самоуправления. В соответствии с частью 3 статьи 6 Конституции, вступившие в установленном законом порядке в силу международные договоры, участницей которых является Кыргызская Республика, а также общепризнанные принципы и нормы международного права, являются составной частью правовой системы Кыргызской Республики. В связи с чем отмечаю, что статьей 7 Всеобщей декларации прав человека, статьей 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, к которому Кыргызская Республика присоединилась постановлением Джоркнеша от 12 января 1994 года номер 1406, устанавливается, что все люди имеют, в том числе, право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было признаку. В свою очередь, наличие в пунктах 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 закона норм, содержащих дискриминационный характер, создает препятствия для реализации Кыргызстаном целей, направленных на обеспечение в стране социальной справедливости, предусмотренной в абзаце 5 преамбулы Конституции Кыргызской Республики, стремление к всеобщему и справедливому миру, предусмотренной в части 4 статьи 14 Конституции Кыргызской Республики. Тем самым считаю, что пункты 1, 2, 3, 4 части 4 статьи 19 закона являются антиконституционными. На основании вышеизложенного и руководствуясь частью 7 статьи 97 Конституции, пунктом 10 части 1 статьи 20, статьей 21 Конституционного закона о Конституционной палате Верховного суда Кыргызской Республики, прошу признать неконституционными и противоречащими абзацу 2 части 2, части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, пункты 1, 2, 3, 4, части 4 статьи 19 закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо.